В глубинке леса стоит жилая избушка. В ней слышен треск дров в печи, а на нем готовится обед. По всей стене вывешены журналы, и не просто так. Задач у них много. Помимо чтения, они украшают дом и держат внутри тепло. Вы не поверите, но хозяину 65 лет. Его зовут Самуил. Переехал он сюда 20 лет назад. До этого с двумя братьями жили в местности Улигер. Потом здесь построили новый дом втроем. Но братьев не стало, поэтому живу один. Бордонский наслег отсюда в 2 километрах. Зимой дорога пешком занимает 5 часов. Покупает продукты в деревне и изредка навещает старых друзей. Благодаря их поддержке здесь и живет. Пенсии и других доходов у него нет. Охотится на зайцев и изготавливает из юрников веники. И этим обменивается на еду. Делаю хлеб, если муки мало, то оладьи. А на Новый год приготовил оладьи и пирожки. Самуил не любит сидеть без дела. С восходом солнца начинает свою повседневную работу. Традиционным методом готовит дрова для топки печи. Хорошо, что рядом много сухостоя. С близлежащего озера пользуется льдом. Бывает, утром просыпаюсь, волосы покрываются инеем. Холодно, постоянно топлю и днем, и ночью. Окна из целлофана. Конечно, если поменять окна, то сразу потеплеет, а сам дом хорошо построен. Ему здесь не скучно. Больше всего нравится слушать радио Саха. Также не дают скучать старый баян и 2 верных друга. Когда поет, собаки ему подпевают. Пенсии у меня пока нет. Возможно, когда буду получать попозже в старости, думаю, перееду обратно в деревню. Но тем не менее лесная и отдаленная жизнь Самуилу нравится. Сам по себе. Жизнерадостный и общительный. От подарков съемочной группы и друзей очень обрадовался. Благодарит за поддержку и говорит, что хорошо перезимует. Светлана Амосова, Ольга Захарова, Радомир Сергеев, Сунтарский район.